الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи махтарам джамаат. Мы с вами продолжаем изучение текста акиды имама Тахави, его толкование. Каулуху, имам Тахави говорит, или слова имама Тахави: ونؤمن بالبعث والجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. То есть, ونؤمن بالبعث, мы веруем в воскрешение, وجزاء الأعمال يوم القيامة, и воздаяние за деяние в судный день, والعرض, и предоставление или предстание перед Аллаху Та'аля, валь-хисаб, и расчет за деяние, ва-кираат аль-китаб, и чтение книг деяний имеется в виду, ва-ссаваби валь-акаб, награду и наказание, ва-сират, сират, мост, пролегающий над адом, валь-мизан, и весы, на которых взвешиваются деяния. Мы с вами знаем, что одним из столпов ислама, одним из столпов имана является вера в судный день. И здесь имам Тахави перечисляет события судного дня. А именно, во-первых, это воскрешение. Мекканские язычники, современники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отрицали возможность воскрешения. На это указывают аяты из суры Ясин, в которых сказано: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, авалам ярал инсану анна халакнаху мин нутфатин фаидha хува хасимун мубин, ва дараба лана матhalan ва насия халкаху, кала ман юхьил азама ва хия рамим, куль юхьиха аллади анша'аха аввала марра, ва хува бикулли халкин алим». Важно не только читать суру Ясин, важно еще знать ее смысл. Так вот, в конце суры Ясин, на последней странице, Аллаху Та'аля нам приводит историю о том, как один из язычников, согласно одного из риваятов, это был Валид ибн Мугира, другие риваяты называют другие имена, но для нас важны не имена, а суть самой истории. Так вот, один из язычников подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, у него в руке была истлевшая уже кость, он растер эту кость в пыль, дунул в лицо пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О Мухаммад, и ты заявляешь, что эти кости будут оживлены?» Или, как сказано в аятах: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, авалам ярал инсану анна халакнаху мин нутфа фаидha хува хасимун мубин». Разве человек не знает, что мы создали его из капли жидкости, и несмотря на это, он становится нашим явным врагом? Он приводит нам примеры, забывая о своем собственном творении, и говорит: кто оживит кости, которые уже истлели, то есть которые в пыль превратились. И Аллах Та'аля в следующем аяте учит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как ответить на этот аят. «Куль юхьиха аллади анша'аха аввала марра, ва хува бикулли халкин алим». Скажи, их оживит тот, кто создал в первый раз, и он о каждом творении знающий. То есть из этой группы аятов мы получаем два вида доказательства. Первое доказательство, представляющее собой суть или смысл этих аятов, это доказательство логическое. Суть его состоит в чем? Суть его состоит в том, что если Аллах Та'аля способен, его могущество достаточно, чтобы создать нас в первый раз, то не вызывает сомнения, что Он в состоянии нас оживить второй раз в судный день. В то же время это является шариатским доказательством, поскольку ниспослано в Коране, и аяты подтверждают возможность воскрешения в судный день. Так вот, имам Тахави говорит, что мы веруем в воскрешение, то есть каждый из нас должен верить, что в судный день будет воскрешен и предстанет, чтобы отвечать за свои деяния.
хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщает, что люди будут воскрешены босыми и нагими, и позднее им будет дана одежда. И Гайша Анабас, удивившись, услышав этот хадис, удивившись, спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: неужели они будут все нагими, и неужели они друг на друга смотреть не будут? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил, что они будут заняты более важным, то есть каждый будет озабочен своим положением, где я окажусь, что со мной будет, то есть люди будут в страхе. И воздаяние за деяние в судный день. Аллаху Та'аля в Коране по этому поводу говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, иннама туджзауна ма кунтум та'малун». Воистину вы получите воздаяние за свои деяния в этом мире. И воздаяние начинается, естественно, с определения, какую степень занимает человек, что он совершил в этом мире. Поэтому имам Тахави говорит: «Оля хисаб» и расчет в судный день. То есть каждый из нас в судный день предстанет перед Аллаху Та'аля, и каждого из нас наши деяния Аллаху Та'аля будет рассчитывать. И в расчет деяний или к расчету деяний относится также и чтение книг. Как известно, всю жизнь нас сопровождают два ангела. Один с правой стороны пишет праведные деяния, другой с левой стороны пишет греховные деяния. И в судный день во многих аятах Корана Аллах Та'аля сообщает, что людям будут даны в руки книги их деяний. Праведникам, верующим, книги деяний будут даны в правую руку, грешникам и неверующим книги деяний будут даны в левую руку. Аллах Та'аля в Коране в разных аятах говорит, например: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, ва амма ман утия китабаху бияминихи фахуа фи аишатир радия». А тот, кому будут даны книги деяний в правую руку, то он будет в жизни благостной. Или в другом аяте сказано: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, ва амма ман утия китабаху бияминихи фаякул хаум иқрау китабиях инни зананту анни мулакин хисабиях фахуа фи аишатир радия». То есть, а тот, кому книги деяний будут даны в правую руку, он скажет: смотрите, вот, читайте книгу моих деяний. И дальше Аллах Та'аля сообщает, что его ждет хороший удел. Но тот, кто получит свою книгу своих деяний в левую руку, или как в другом аяте говорит Аллах Та'аля: «Мин вараи захри», со спины и в левую руку, то, естественно, этот человек будет горевать. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. То есть тот, кому книга деяний будет дана в левую руку, он скажет: «Я лайтани лям ута китабия». Ох, если бы мне книга моих деяний вообще не была дана. «Валям адри ма хисаби». Ох, если бы я вообще не знал своего расчета. «Я лайтаха канатил кадия». Ох, если бы моя смерть была решающим моментом, то есть окончательным моментом, то есть я вообще в судный день не был бы воскрешен. То есть очень сильно будет сожалеть. «Вассаваби валя акаб». После того, как нас рассчитают, после того, как мы получим книги своих деяний, нас ждет либо награда, либо наказание. Но награда и наказание нас ждет только после того, как одни из нас пройдут сират, а другие не пройдут. Именно поэтому имам Тахави упоминает сират. В Коране не прямым текстом, но косвенно, согласно мнению ученых, Аллах Та'аля указывает на сират. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. Каждый из вас
будет у нее, то есть у ада. И это «Кяна аля раббики хатман мақдия». И это для Аллаха Тааля уже принятое решение. То есть каждый человек увидит ад, в том числе и верующие. Когда это будет? Когда мы будем проходить сират. Почему? Потому что сират – это мост, пролегающий над адом. То есть человек идет по сирату, а внизу ад. Если он проходит сират, то он оказывается на другой стороне, и он из обитателей рая, иншаллах. Тот, кто не проходит сират, тот срывается и падает в ад. Оль-мизан и весы, на которых взвешиваются деяния. Об этом тоже сообщают многие из аятов Корана. Например, сура Кариа, «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, амма ман сакулат мавазинуху, фахуа фи аишатир радия». У кого весы будут тяжелыми, то он в жизни благостной. «Амма ман хаффат мавазинуху, фа уммуху хавия». А тот, чьи весы будут легкими, то есть весы праведных деяний, но нет у него праведных деяний, ничего он не совершил. Или если даже совершил, то в результате зла, который он причинил людям, он лишился этих деяний, их раздали все. Его весы остались легкими. «Фа уммуху хавия», говорит Аллах Та'аля, то есть его мать – это гиена, то есть его ожидает ад. Из этого отрывка мы понимаем, что все упомянутые события судного дня обязательны для признания верующим. Продолжая, имам Тахауи, фактически продолжает тему судного дня, имам Тахауи говорит: «Валь-джаннату ван-нару махлукатани ла тафнияни абадан ва ла табидан. Ва анна Аллаха Та'аля халака аль-джанната ван-нара кабля аль-халqи, ва халака лахума ахлан, фаман ша'a минхум лиль-джаннати фадлан минху, ва ман ша'a лин-нари адлан минху». Имам Тахауи говорит: рай и ад являются двумя божественными созданиями, они не исчезнут и не пропадут. И воистину Аллах Та'аля создал для рая обитателей и для ада обитателей. То есть воистину Аллах Та'аля создал рай и ад до начала творения. И создал для них обоих обитателей. И кого пожелает по своей милости, Аллах Та'аля отправляет в рай. А кого пожелает, Аллах Та'аля отправляет в ад по своей справедливости. Во-первых, обязательно вера в рай и ад. Мы должны верить, что это два божественных создания. Одно создано в качестве награды для верующих праведников, другое создано для наказания грешников и неверующих. И здесь имам Тахауи говорит: «Ля тафнаяни абадан, ва ля табидан», то есть они не исчезнут. Почему имам Тахауи заостряет на этом внимание? Потому что были в истории ислама секты, которые отрицали вечность рая и ада. Они считали, что после того, как обитатели рая получат награду, обитатели ада получат наказание, и рай и ад вместе с обитателями будут уничтожены. Они исходили из того, что вечным может быть только Аллаху Та'аля. Но Аллаху Та'аля по поводу обитателей рая и ада, и, естественно, получается, по поводу самого рая и ада, говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, халидина фиха». Это сура Байина. Про одних Аллах Та'аля говорит: «Халидина фиха абада», про других: «Халидина фиха». То есть для вечного пребывания в нем. Из этого мы делаем вывод, что действительно рай и ад вечные. Также имам Тахауи нам сообщает, что рай и ад созданы до начала творения. Помимо этого, Аллах Та'аля для рая и ада создал обитателей. И дальше имам Тахауи
обращает наше внимание на божественную милость и справедливость. Имам Тахави говорит: «Фаман шаа минхум лил-джаннати фадлан минху». Среди этих людей есть обитатели рая, которые окажутся в раю по божественной милости. И это действительно так. Мы с вами об этом уже говорили, поэтому скажем кратко. Рай не является чем-то вроде гарантированной платы за наши праведные деяния. Рай – это подарок, а подарок, как известно, не гарантированный. Это мы узнаем из хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он говорит своим сподвижникам: «Ла юдхиля ахадакумуль джанната амалуху». Пророк сам говорит: ни одного из вас ваши деяния в рай не введут. И здесь сахабы, сподвижники пророка сам удивленно спрашивают: «Валя анта я Расул Аллах?» И тебя, о посланник Аллаха? И пророк сам им отвечает: «Валя ана илля ан ятааммадани Аллаху бирахматихи». Даже меня, если Аллах Тааля не изберет меня своей милостью. Таким образом, рай – это милость. Если мы сравним райские блага и наши деяния в этом мире, то они, естественно, никак не сравнятся. Даже если рассматривать, что рай вечный, то наши деяния, 80 лет, 100 лет. Риваят мы знаем от человека, который 500 лет совершал деяния. Но 500 лет и вечность, они никак не сравнятся. Поэтому рай ни в коем случае не может быть именно гарантированной платой за праведные деяния. Он является божественным подарком. Именно на это обращает имам Тахави внимание, когда говорит, что по божественной милости. То есть кому Аллах Тааля пожелает, дарует этот подарок, кому не пожелает, не дарует. А про ад имам Тахави говорит: «Ваман шаа линнари адлян минху». Что касается ада, то в аду они окажутся по божественной справедливости. И это действительно справедливость. Почему? Потому что Аллах Тааля через пророков, через посланников, через Писание, через праведников, через учителей нам разъяснил, что к чему. Аллах Тааля разъяснил: совершающих вот такие деяния ожидает награда в раю, совершающих такие деяния ожидает наказание в аду. То есть правила игры четкие, ясные. Аллах Тааля их разъяснил и довел до каждого из нас через пророков, посланников, учителей. Поэтому, естественно, наказание будет справедливым. Скажем, если, например, у нас есть работник, или мы у кого-то работаем, и есть определенные правила, которых мы придерживаемся во время своей деятельности. Если мы нарушаем этот распорядок, если мы нарушаем требования, которые обозначены в документе, в договоре, который мы подписывали, то те санкции, которые в договоре прописаны в отношении нас, они являются справедливыми. Мы осознанно нарушили договор. И в данном случае точно так же. Аллах Та'аля все разъяснил. Кто нарушает, тот получает наказание по божественной справедливости.